Обычно, смотри, когда ребенок чего-то не делает, мы какой вопрос ему задаем? Ну, например, он получил плохую оценку, например, в школе. Какой вопрос мы ему задаем, когда он приходит домой? Почему не учил? Почему? Мы задаем ему дурацкий сразу. вопрос «почему?». И бедный ребенок, если честно, он не знает. Он на самом деле не знает, почему он получил двойку. Он написал диктант, проверил его 5 раз, ни одной ошибки. А тебе, как папе, тебе вообще важно знать, почему она получила двойку? Ну, в принципе, да, важно, конечно. Зачем? Ну, чего ты хочешь на самом деле? Раз двойка есть, теперь чего ты хочешь? Чтобы этой двойки кто? Не было? А как ее не было? Ну, что надо для этого сделать? Исправить? Исправить. Поэтому нормальные родители, он не спрашивает, почему, он спрашивает, когда ты ее... Исправишь. Все очень просто. Не страшно совершить двойку. В этой жизни мы все получаем двойки. Вместо почему, не спрашивай почему. Спроси, когда? Когда ты исправишь? Ребенок, конечно, скажет, как, там, завтра. Тогда спроси, как? И он тебе расскажет маленький, но план своих действий. Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит бизнес-тренер, очаровательный директор тренинговой компании Гузель Хисматуллина. Встречаем, Гузель, здравствуйте! Здравствуйте, Руслан. Я с подарком. Я подумала, что, знаете, есть много мест, связанных с едой. Ну, например, Хвейк, Прага, и это кафе «Таверна у Чахи». Или, например, в Париже есть бар неисправимых оптимистов. Или, например, героиня Джулии Робертс, которая в фильме «Эх, молись, люби» специально ездила в Неаполь, чтобы есть их пиццу. И вот есть люди, которые все это описывают. И вот Петр Вайль, это гений места, да, это тот самый автор, который умеет нереально красиво описывать место, историю, кухню, и все это в совокупности. Ведь я так сделала вам закладочку, как раз страница, связанная с Хвейком, потому что мне кажется, что он там у себя в таверне так рассказывал истории, как у вас гости, которые приходят сюда и рассказывают свои истории, байки. Гузель Хисматуллина – известный бизнес-тренер. Родилась в городе Екапелс, Латвия. Так как папа был военным, семья постоянно переезжала. За 10 лет учебы в школе успела поучиться в Германии, Ташкенте, Казани и Беларуси. Окончила Казанский государственный университет, факультет вычислительной математики и кибернетики. Параллельно получила образование психолога. В 2006 году создала тренинговую компанию. Ее цель – обучение людей в новой, быстрой и активной форме в виде тренингов. Затем появился детский департамент компании, который занимается детскими лагерями и детскими тренингами. Сегодня Гузель Хисматуллина – известный бизнес-тренер, успешный предприниматель и мама 15-летней дочки. Гузель, расскажите, пожалуйста, что мы сегодня с вами будем готовить? Сегодня мы будем готовить любимое блюдо моей семьи. На самом деле это куриные крылышки с запеченной картошкой. Вот, если спросить мою дочь, что ты хочешь поесть, то чаще всего она называет именно это блюдо. Что делаем? С чего начинаем? Для начала мы их давайте с вами разрежем, потому что это не целиковые, во-первых, так вкуснее, удобнее. Мы их режем ровно пополам. На половиночке. Да. И мы их будем замачивать. Вот можно сюда. То есть сделаем специальный маринад. Да. Гузель, вот при всей вашей занятости, да, и все-таки у вас хватает времени бывать на кухне и готовить для семьи? Признайтесь. Сейчас намного меньше, скажу вам абсолютно искренне. Это обычно выходные дни, какие-нибудь там семейный ужин. Вот такая вот история. Вот. Ну, во-первых, есть дочь, теперь она готовит. Я ей передала эстафету. Так, что делаем дальше? Так, теперь мы заливаем немножечко уксуса, немножечко водой. У нас есть вода, да? Так, водичка есть. Угу. Так, немножко воды. Да, все. Вот, так, да, соль. Специи, ну, вообще, я использую специи, которые привожу из Грузии. Это сухая адыгыка добавляю, ну и, соответственно, их набор трав. Ну, мы здесь тоже сейчас перемешали с вами всякие. Здесь и перец, и хмель, и свиной немножечко. Я смотрю, вы добавляете специи по типу на глаз. Я вообще очень много как традиционно все готовят. Да. Вот, теперь надо такую тарелочку придавить грузом. Когда моей дочке было 5 лет, я спросила: мама, зачем крылышки придавливать чем-то? Я говорю, ну, чтобы не улетели, это же крылья. Вот, она очень долго... Чтобы не улетели. И она реально долго верила в то, что действительно, чтобы не улетели. Теперь мы займемся картофелем. Во-первых, картофель самое вкусное, его не надо чистить. Это вообще идеальные размеры картофеля. Ну, тем более молодой картофель мы используем. Да. Если картофель большой, мы делим его пополам. Вот, а все остальное мы его смехаем вместе с солью и посыпаем орегано. Так, мы картофель тоже маринуем, да? Да. Мы его не маринуем, мы его просто, чтобы была однообразная все-таки структура соли и орегано, мы просто перемешиваем. Так, соль. Достаточно? Еще можно. Еще. Знаете, я влюбленный человек по жизни. Мне все говорят, что ты все время все пересаливаешь, но я очень люблю соль. Гузель, многие зрители, которые сейчас увидели вас в нашей программе, узнали вас как организатора множества интересных детских программ.
которые с каждым годом становятся популярнее и популярнее. Есть такое? Вот как вы к этому пришли? Скажите, пожалуйста. В свое время я работала психологом в школе. Вот, и мне что-то нравилось, а что-то не нравилось. Вот, и у меня была собственная мысль о том, какую бы я хотела свою собственную школу. Ну, нужны были деньги, вот, и поэтому я решила, пойду в бизнес, заработаю деньги и открою свою собственную частную школу. А когда заработала деньги, поняла, что, ну, школа это все-таки система. Да, я стала заниматься тем, вот такой слоган: мы учим тому, чему учатся в школе. И в этот момент у меня родилась своя собственная дочка, и я на собственном примере фактически все это дело выстраиваю. У меня в жизни была очень важная моя жизненная ситуация, когда еще не было, я не занималась еще детьми вот так вплотную, еще только работала бизнес-тренером, когда я попала в больницу на очень долгий период времени, вот, и у меня было время подумать, чему бы я хотела научить свою дочь, если бы вдруг, вот если бы у меня вдруг, ну, слава богу, все закончилось хорошо, если бы вдруг я не стала. Вот такой важный, на самом деле, вопрос, что ты хочешь оставить своему ребенку. Я вдруг поняла, что это не знание, это не математика даже, хотя математика. Это, я поняла 3 вещи. Это умение принимать решения. Все в этой жизни, вот в моей, в твоей, наверное, это либо результат принятых решений, либо результат непринятых решений. Поэтому я не боялась принимать решения. Второе, я хотела, чтобы у меня ребенок был хорошим коммуникатором. То есть умение договориться с любым человеком. С любым человеком, независимо от возраста, от всего. Третье, я хотела, чтобы мой ребенок видел варианты, вариативность. Жизнь очень многогранна. И чтобы она понимала, что нет в жизни тупиков. Просто надо искать несколько вариантов. Ну и последнее — трудолюбие. Вот я прямо вот для себя, и я поняла, что то, чем занимаюсь я, это фактически мы учим детей. Принимать решения, выстраивать коммуникации, самостоятельности, умение планировать. Знаете, мне когда ребенок пришел с тренинга по тайм-менеджменту, закрылась на 2 часа в своей комнате, ей было 8 лет. Потом пришла такая, подошла к холодильнику, повесила такую доску, говорит: мама, это доска контекстового планирования, теперь мы будем жить так. Расписывать. Там вот реально, но на самом деле это была очень правильная вещь, потому что очень часто у нее было такое: мама, я как говорила, а я забывала купить. И вот после этого мы перестали забывать. И я поняла, что она еще меня может теперь научить. Ну а вы сегодня, кстати, учите меня готовить? Да. Крылышки, кстати, по своему рецепту. Пора. Так, мы смазали противень. Замаринованные крылышки сейчас мы будем мы перемещать. Раскладываем. Главное, чтобы как можно их на расстоянии, потому что на самом деле противень как-то их небольшой, а хочется, чтобы влезло все. Как вы считаете, Гузель, во сколько лет нужно отправлять ребенка на такие тренинги? Для меня период обучения, он такой, понятно, что дети учатся с самого начала, как родились, так они и учатся. Но в чем я специалист, я точно знаю, это возраст 6+. То есть дети, у которых уже сформулированы такие навыки, как умение анализ, синтез, обобщение. То есть фактически это период очень активного обучения навыкам и вещам. Поэтому мы вот обычно работаем именно такого. 6 лет. Да. Но потом, знаешь, смотри, я часто веду тренинги для родителей. Ну, не часто, раз в полгода. У меня нет больше времени на это. И сейчас заученные дети. Ребенку 3 года. Он ходит на английский, он ходит туда. Слушай, а где детки? Ему надо двигаться. Ребенок — это движение. И распределяем картофель. Да, вот, тот, который пополам, лучше прямо его так, вот. Чтобы, да, потому что подгаренное будет. Гузель, скажи, пожалуйста, вот как именно ваша система тренингов добивается результата? Ведь сейчас много и частных школ, и тренингов, и иностранных. Ну, смотри, тренинг — это... За счет чего у вас получается успех? Это как раз скороченная форма обучения. Она соединяет в себе игру, то есть, как мы, опыт, анализ, обобщение, коррекция действий. То есть фактически на тренинге дети получают какой-то опыт, тут их анализируют. У нас дети нереально, вот они видят такие моменты, которые взрослые не видят. Анализируют, отвечают на вопрос, что можно было бы сделать по-другому, и тут их пробуют. И тут их видят результат. Потому что это специфика обучения тренингового. Это опыт, анализ, корректировка, проверка на практике. Вот смотри, даже сейчас я тебя могу научить. Это очень простой, очень хорошая формула успеха. Обычно, смотри, когда ребенок чего-то не делает, мы какой вопрос ему задаем? Ну, например, он получил плохую оценку, например, в школе. Какой вопрос мы ему задаем, когда он приходит домой? Почему не учил? Почему? Мы задаем дурацкий вопрос «почему?». И бедный ребенок, если честно, он не знает. Он на самом деле не знает, почему он получил 2. Он написал диктант, проверил его 5 раз, ни одной ошибки. Он не знает, его компетенции не хватает. Научился, и он начинает думать, что маме надо сказать маме, чтобы мама как-то успокоилась, или папе. Тебе как папе, тебе вообще важно знать, почему она получила 2? В принципе, да, важно, конечно. Зачем? Чего ты хочешь на самом деле? Раз 2 есть, теперь чего ты хочешь? Чтобы этой 2 кто? Не было. А как ее не было? Ну что надо для этого сделать? Исправить? Исправить. Поэтому нормальный родитель, он не спрашивает, почему, он спрашивает, когда ты ее исправишь. Все очень просто. Не страшно совершить 2. В этой жизни мы все получаем 2. Вместо почему, не спрашивай почему, спроси, когда? Когда ты исправишь? Ребенок, конечно, скажет, как там, завтра. Тогда спроси, как? И он тебе расскажет маленький, но план своих действий. И если ты все время, как родитель, будешь спрашивать своего ребенка не почему ты разбил, не почему, а когда уберешь, когда исправишь, как ты это сделаешь, ты научишь ребенка, во-первых,
Их вот люди, тебе попадались люди в жизни, которые ходят, ноют по эту жизнь, жалуются на эту жизнь. Ну таких почему мне так не большинство везет даже. в личной Да, да, жизни? да, да. Ну почему у меня такая маленькая зарплата? Если бы они попали к нам на тренинг в детстве, мы бы научили двум вопросам. Когда мне повезет в личной жизни и как я этого добьюсь. То есть для них это не плоскость проблемы, это плоскость возможностей, решений. Ну, у меня, конечно, вопрос тоже к вам созрел. Когда, вернее, за какое время это приготовится в нашей духовке? 40 минут, я надеюсь, что То есть если- 40 минут да, при 40 температуре минут. 200 градусов мы Да. отправляем. На самом деле я Опа. добавляю градусы даже. Ну, давайте Ну, 220 давай, у нас 200, есть. На 40 минут мы отправили наши крылышки с картошечкой в духовку. Сейчас небольшая пауза, после которой мы приготовим для вас еще одно вкусное блюдо. Оставайтесь с нами. Куриные крылышки с картошкой. Куриные крылышки разрезали на две части, поместили в глубокую посуду, залили разведенным с водой яблочным уксусом, приправили солью и специями и оставили мариноваться на 20-30 минут. Картофель, если он крупный, разрезали пополам и приправили солью и орегано. На смазанный растительным маслом противень выложили крылья с картофелем и отправили в духовку на 40-50 минут. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, сегодня у нас в гостях директор тренинговой компании Гузель Хисматуллина. Гузель, еще раз будьте рады, что пришли к нам. Да. Вкусное татарское блюдо крылышки с картошечкой уже в духовке. Ну а сейчас блюдо номер 2. Рассказывайте, что это? Ну, на самом деле, это будут блинчики с яблоками. Так, сначала мы начнем с яиц. Вот я думаю, с чего я обычно дома начинаю? Прямо задумалась. Вот. И, кстати, мехать деревянной ложкой, это тоже, замешивать тесто деревянной ложкой, только мне от бабушки. Такая То есть вы с традиция. татарской кухней уже знакомы с самого детства? Да, да, да. Когда мы приезжали к бабушке в гости, это каждый день, это пермичи. Ну, это, конечно, святое вообще дело. Поэтому у нас в семье, если не крылышки, то тогда пермичи. А бабушка у меня готовила, мы с ней вместе готовили и чак-чак, и далкых клевы. Но это Так. было действительно произведение искусства. Одно яйцо, молоко, стакан Да, молока, я немножечко воды стакан добавила, воды, да, а ну чуть-чуть половиночку. Да, и добавлю сейчас столовую Сметанки. ложку сметаны. Я чуть-чуть, знаете, почему добавляю сметаны или кефира? А моя бабушка любила добавлять всегда, вы знаете, такая сметана, которая перебродила. Ну, такая, то есть не молодая сметана, потому что на нем лучше домешивается тесто. А это мне позволяет в тесто потом добавить соду, и, как мне кажется, тогда блины меньше прилипают к сковородке. Ну, вот, не знаю, сейчас проверим сегодня. Блины – это такая субстанция, повезет, не повезет. Так, теперь добавим сахар. Руслан, давай мне сахар. Гузель, я хотел спросить у вас о коммуникациях между родителями и детьми. Вы знаете, сейчас вот практически каждый ребенок, наверное, с 3 лет, который берет в руки гаджет любой, да, телефон, маленький там компьютер, и пропадает в нем на 2-3 часа. Ведь да, иногда приходишь сейчас в гости, и дети твои, и чужие, они все сидят за телефонами, они даже не общаются между Руслан, ну давай так, приходим в гости, ты видишь, что с телефоном сидят в первую очередь родители. Поэтому тут проблема скорее, мы, во-первых, сидим, у них очень много. Вот, и с нами скучно, кстати говоря. Вот, Ну, действительно. как решить эту проблему? Вот, А потом, понимаешь, гаджеты – это часть жизни наших детей. Они будут жить в мире, где гаджеты – это часть нашей жизни. Это быт уже. Да, к гаджету будут привязаны охрана квартиры, там, я не знаю, там, электроэнергия, деньги. То есть все будет даже уже. микроволновку можно включить, я Поэтому знаю, через проблема телефон. не гонять ребенка с гаджетом, а проблема научить ребенка гаджетом пользоваться. Вот это действительно задача, которую надо решать. Как научить ребенка пользоваться гаджетом? Показать ему. Вот, потому что если вы его не научите, он будет только играть. Кстати, киберспортсмены тоже развивающаяся профессия, очень неплохая. А так, по сути, надо научить им, как попользоваться. Вот мы делали это весной проект, где мы учили детей вести свои собственные блоги, где мы учили детей писать посты, как их писать, как фотографировать, как это. И, во-первых, дети быстро обучаемы, они видят то, как не видим мы. и тема, ведь интересно. И самое главное, еще очень важно, они видят результат. Они сделали, сняли, тут их выложили, они видят результат. Если они сделали плохо, они тут их Кто-то уже получают. прокомментировал, то есть Всё сразу будет- идет да, обратная связь. самоотдача, обратная связь. Да. Поэтому если в руках у опытного, хорошего наставника, а, кстати, это очень важно, потому что современным детям очень много наставников. Я когда с родителями на тренинге работаю, я говорю родителям, а сейчас я говорю, подойдите к зеркалу, посмотрите на себя и скажите, а вот вы бы себя выбрали наставника, если бы вам было лет 15? Я говорю, и что-то как-то грустновато иногда. Такие у вас лица несчастные, так вы одеты, так вы выглядите. Будьте, будьте современными в этом смысле. Потому что действительно очень важно, им действительно очень важны наши советы. Но мы их как навязываем? Мы начинаем делать блины, Самый интересный процесс сейчас. трепетный, а процесс просто... Так, я пока почищу яблочки для нашей начинки. Гузель, вы же не только для детей проводите тренинги, но и, как говорится,
обучаете нас, родителей, уму-разуму. С кем сложнее, с родителями или с детьми? Как с родителями. Дети, еще раз говорю, сколько я работаю с детьми, дети идеальны. Дети великолепные. У них природа. Там все по природе происходит. Когда надо, пошел, когда надо, встал. У детей, в общем, все происходит нормально, хорошо, все вовремя. Проблемы только, как я сказала, в родителях. Потому что мы вечно напрягаем, нам вечно надо, чтобы все было правильно, чтобы все было идеально. На что направлены тренинги вот, для взрослых? Ну, знаете, у меня тренинг называется «Расти вместе». Вот именно про это. Как вместе расти. Потому что отнесись к своему ребенку не как к объекту обучения, а как к возможности самому чему-то научиться. Научиться взаимодействовать, научиться договариваться, научиться слышать. Ну, то есть про это. И про то, что есть масса приемов действительно родительских, которые облегчат кучу, избавят от массы проблем. Например, у ребенка в 3-4 года появляется естественное полное желание помочь родителю по дому. Естественное желание. Он хочет помогать убирать игрушки, а мы что делаем? Отодвигаем. И это естественное желание мы убиваем напрочь. А ведь так важно вовремя дать ему эту кругочку, дать ему возможность, да, он делает медленно, но это его первая уборка, это его первая кружка помытая будет. Или, как мне папа говорит, один друг ко мне приходит, говорит, слушай, ребенок попросил мыть автомобиль новый. Говорит, я купил новый автомобиль, он говорит, давай, папа, я тебе помогу. Я ему дал колеса. Я говорю, понимаешь, твой ребенок понимает, что ты ему дал самую плохую работу, ну как бы это, дай ему. Это будет его первый там бампер или правая, левая дверь. Чтобы у ребенка была история успеха, а не колеса. Он говорит, помыл там одно колесо и все. Ну, конечно, я бы тоже говорю, мама, нравится мыть колеса? Так, ну первые блинчики у нас не комом, все нормально, все получается. И также мы продолжаем. Вы все-таки любите тоненькие, да, Я блинчики? люблю тоненькие, ага. Гузель, вы знаете, назрел Поэтому у меня вопрос. много воды всегда. Ну, чем больше воды, тем полезнее. Вот 15, 16, 17 лет, подростки. Самое тяжелое время, мне кажется, и для родителей, и для самих детей. Вот как не потерять связь между ребенком и родителями? Вот, Руслан, ты сейчас сказал очень правильную вещь. Самый тяжелый период для детей и для самих. Представляете, что такое 15 лет подросткового кризиса, да? У них все меняется. У них такая революция внутри происходит, да? Вот. И они настолько меняются, и они требуют от нас, от родителей, другого отношения. А мы предлагаем, понимаете, они уже не дети. А мы относимся А мы к ним как детям. относимся, вот, они требуют другого отношения, они хотят от нас партнерства. Вот и первая проблема, которая у нас, а готовы ли мы к этому партнерству? Я всегда говорю, я ВКонтакте только для ребенка. На самом деле, какие-то вещи я пишу там. То есть вы не для зарегистрировались себя, а для ВКонтакте? нее. Да. Только для того, чтобы общаться с дочерью? Отчасти. Понимаете, когда одноклассник приходит к моей дочери и говорит, слушай, у тебя там мама так классно написала, Такой пост выложила? да, и ей становится интересно, она идет ко мне на страницу и читает, и что-то там. То есть для меня интернет – это еще одна возможность общения с ребенком. На самом деле, поэтому с подростком важно выстроить партнерство. А кроме того, еще подросток, у него появляется своя личная жизнь. А у нас к этому моменту личная жизнь не очень сильно развита. Мы, в общем, свою жизнь положили, как мы говорим, я для тебя, да я для тебя. Я всегда говорю, кто хочет, чтобы с подростком были хорошие отношения, организуй свою личную жизнь. Чтобы вам вечером было о чем. Поговорить. Конечно, он о своей, ты о своей. И тогда у вас возникает это доверие. И давайте им право на ошибки, потому что это возраст такой, они будут ошибаться. То все, что вы говорите, это ценно. Учите говорить коротко, лаконично, по сути. Потому что он наступит на свои грабли и тут вспомнит ваши слова. Гузель, я нарезал яблочки, что с ними Так, делаем? давай вот сюда вот добавляем, сейчас чуть-чуть только добавь воды. То есть, Вот чтобы, да, чуть-чуть буквально, ага. Ну ладно. то есть мы их должны немножечко припустить, Да, так, да? притухить как бы, да. Что-то будем И добавлять, сахар добавим какие-то? корицу, сахар, Так. вот буквально немного сахара, корицу, ванилин я ванилин, да, это вот все для тебя. Гузель, мы только что вот говорили с вами о подростках, да. Хотелось бы задать вопрос, вот о профориентации молодежи вы занимаетесь? Мы не только молодежь, мы и взрослые занимаемся профориентацией. Ну, сейчас никто не выбирает профессию на всю жизнь. Люди понимают, что они за свою жизнь попробуют много разных профессий. Это раньше наших родителей на всю жизнь в одной профессии. Поэтому и у детей, я считаю, что ребенка на тренинг по профориентации надо отправить где-то в классе 7. Уже. Чтобы он просто сориентировался, вообще, какие профессии. Дети очень мало знают профессий. Они просто знают очень мало профессий. Когда ты знаешь 5 профессий, ты выбираешь из 5 профессий. Когда ты знаешь 30 профессий, ты выбираешь из 30 профессий. Когда ты знаешь, что будет востребовано в будущем, ты уже опираешься на будущее. А чтобы у него появилась просто какая-то картинка. Вот чего я не хочу, очень часто я не знаю, чего хочу. Но по крайней мере, чтобы он понял, чего он точно не хочет. Если ребенок выбирает по сердцу, это его жизнь. Верьте. Тем временем наша начинка готова. Мы обжарили яблочки. Потухли чуть-чуть. Потушили чуть-чуть. Притомили их. И сейчас Гузель продемонстрирует, как же она собирает Только. все это Как это? в единый красивый блин с начинкой. То есть секретов здесь особых нет? Нет. Обычный классический сверху там, ну, в лучшем случае сахарной пудрой посыпать.
Кстати, я приготовил вот сливочное масло, ведь наши бабушки, когда жарят, они обычно каждый Блинчик блин, каждый смазывают каймак с двух сторон, обязательно. побольше Да. масла. Да. То есть вы к этому Но, как бы... ну вот да, У нас все-таки. более здоровый вариант Да. этого блюда. Кстати, вот получается, это такая привычка не есть жирное, да, у вас? Ну, да. А какие-то тренинги есть с этим связаны? Ну, знаете, тренинга, посвященного тому, как не есть жирные, такого тренинга нет, но у нас есть тренинги, которые формируют, развивают у человека самомотивацию. Ну, что такое самомотивация? Это способность вырабатывать в себе полезные привычки. Ну, потому что такое есть, допустим, перед сном? Это вредная привычка. Да, а съедать перед сном яблоко – это полезная привычка. Утром выпить на голодный желудок 2 стакана воды или стакан – это полезная привычка. И вот у нас есть тренинги про то, как формировать полезные привычки. Вот про это. То есть чем Потому больше что мы- полезных привычек? Знаете, я противник того, чтобы с чем-то бороться. Вот бороться с чем-то, да, лучше не бороться, лучше формировать что-то полезное. Тогда у человека появляется выбор. Так, Ну а вот мы тебе сейчас это. сформируем наши полезные блинчики, накроем стол и будем пробовать оба наших блюда. Блины с яблочной начинкой. При начинке яблоки нарезали на небольшие ломтики. Переложили в сотейник, добавили воду, сахар, ванилин, корицу и тушили на медленном огне 10-15 минут. Из одного яйца, молока, воды, сметаны, сахара, соды, соли и муки замесили жидкое тесто и испекли тонкие блинчики. На каждый блин положили подготовленную яблочную начинку и завернули в произвольный форм. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Гузель, посмотрите, Да. пожалуйста. Мне все нравится. Всего лишь несколько минут, а какой Можно с красивый собой домой взять. стол у нас. Правило нашей программы: приготовил, съел и уехал. Итак, Отлично. пробуем первое блюдо. Картошечка с курицей в специальном маринаде. Готовится быстро и красиво. Он пахнет вкусно. Кулинар говорят, аромат идет. Аромат блюда. Посмотрим, насколько вкусное оно. Мне лично нравится. Бог, я ничего не буду говорить, я буду только есть. Приятное блюдо. Гузель, хочется отметить, как ароматно запеклась наша картошечка в мундире. Вот молодой картофель очень вкусно, но и курочка в специальном маринаде. В общем, здесь, я не знаю, есть ли на тренинг оценки, в общем, здесь 5. Спасибо. По пятибалльной системе. Ну и, конечно, наш десерт. Так, а блинчики, А можно их блинчики, ручками, мне да, кажется, да, вот да, вкусный я татарский тоже, чай да. с молоком здесь. Да. Блинчики, Смело. вы знаете, вот, мы, конечно, здоровое питание, да, но все-таки сметанку можно, я макну вот так. Макай. Не, он не противопоказан. Это 15% сметаны. Да. Итак, приятного аппетита. Мгм. А какие яблочки-то ароматные внутри. Очень вкусно. Гузель, на этом наша вкусная кулинарная программа подошла к концу. Большое спасибо за секреты, которые вы сегодня нам рассказали, поделились. Желаю вам творческого вдохновения и, надеюсь, обязательно увидеться еще раз. Ну а я желаю нашим всем телезрителям расти вместе со своими детьми и быть счастливыми. Ведь счастье в семье – это залог успеха будущего ребенка. Безусловно. Смотрите нас на канале ТНВ. Это была программа «Секреты татарской кухни». Сау был, Дуслар. Пока-пока. Havo tirishi nindi bo'lishiga qaramasdan, Ko'kmari sovut sobalari sizga yaxshi kayf bo'lagi tashak. Yaqinlaringiz ham tuganlaringiz uchun rohatlanib azirlagiz. Ko'kmari damli rizq, o'ng'ayli sovut soba. Tarixani başları, yek təmli həm faydalı.